С погони за беглецами начинается рейдовое мероприятие сотрудников миграционной службы совместно с трудовой инспекцией. Нелегалы, трудоустроенные здесь, на территории строящегося военкомата, сразу бросаются в рассыпную, но скрыться удается не всем. Скажите, у вас документы есть, удостоверяющие личность? Карантин. Ну подождите, карантин не связан. Есть. Президент, Уважаемый, я вам задаю... Российский президент, вообще мигрантов вообще не потеть, Что, вообще ничего не надо, документы не нужны, делай что хочешь. Уважаемый, я вам скажу, вы очень сильно заблуждаетесь. Требования федеральных законов обязывают вас иметь документ, удостоверяющий личность. Второй документ, который удостоверяет законность вашего здесь нахождения как минимум. А карантинные меры это вводят немного другие ограничения. Довод, который приводит в свою защиту уроженец Таджикистана, это как раз указ президента под номером 274, согласно которому выдворение нелегалов из страны запрещено в связи с распространением коронавирусной инфекции. Им он и апеллирует перед сотрудниками миграционной службы, просит понять и отпустить. Ну а этот выходец из солнечного Узбекистана бежать даже и не пытается, да и вряд ли бы у него это получилось. Он еле стоит на ногах, но уверяет, что к своему здоровью он подходит ответственно, заразиться ковидом не хочет, меры защиты использует. Скажите, а почему от вас пахнет спиртным? Почему мне пахнет? Карантин из-за этого дезинфекцию сделал. Дезинфицировались, да? А чем, если не секрет? Спиртом. Как выяснилось, документов, разрешающих проживание и трудовую деятельность на территории республики, у иностранных граждан нет. Все задержаны для установления личности, ну а бегство нелегалов является поводом для скорейшей проверки на их причастность к уголовным преступлениям. Уже вторая попытка данного мигранта убежать от сотрудников полиции вызывает сомнения вообще его законность нахождения. А второй момент более тщательно будет проверяться на причастность к совершению уголовно наказуемых деяний. Поэтому проверка именно данного этого гражданина мы подключим уголовный розыск и Центр по действию экстремизма. Условия проживания, размещения и организация точек питания лиц, занимающихся трудовой деятельностью на строительных объектах, строго регламентировано в Кодексе об охране труда, который здесь, по всей видимости, просто игнорируется. В этом щитовом доме проживают трудоустроенные здесь на объекте нелегалы. Что приковывает внимание, так это полная антисанитария. По словам сотрудников управления по вопросам миграции, данное нарушение зафиксировано и будет передано в Роспотребнадзор. По словам Андрея Петрашова, миграционная ситуация и вопрос трудоустройства иностранной рабочей силы в регионе стоит на особом контроле как в Министерстве внутренних дел, так и в правительстве Ингушетии. Если же хозяйствующий субъект, юридические лица, подрядная организация принимают решение о трудоустройстве иностранной рабочей силы, то они должны в первую очередь осознавать, что необходимо соблюдение федерального законодательства при приеме иностранных граждан на работу обязательно и, неукоснительно к исполнению. Основные требования в соответствии с 115 федеральным законом – это, во первую очередь, законность нахождения иностранной рабочей силы на территории. Второй момент, уж если они приняли к осуществлению трудовой деятельности, приоритет оказался на стороне мигрантов, то юридические лица должны в обязательном порядке заключить с ними трудовые отношения, направить уведомления о приеме на работу и, соответственно, пополнять бюджет республики. В плане совместных мероприятий по проверке соблюдения миграционного и трудового законодательства еще один объект. Здесь по улице Чахкиева возводится многоквартирный дом. Около полсотни строителей заняты монтажными работами, все экипированы. Самое главное — это каску одеть. А так все имеется конкретно нормально. А были у вас такие чрезвычайные ситуации, где при отсутствии касок, вы могли бы пострадать? Да, когда стоят, я мог подниматься, мог гвозди есть, голову могли засунуть. Но когда каска имеется, они не заходят. По словам сотрудников трудовой инспекции, этот стройобъект является образцово-показательным. Так или иначе, наниматель иностранной рабочей силы обязан знать, что действующее трудовое законодательство распространяется и на нелегалов, несоблюдение которого может привлечь к административной ответственности. Там, где у нас предусмотрено административным кодексом невыдача средств индивидуальной защиты, это у нас штраф, конечно, высокий, на должностное лицо от 20 до 30 тысяч, на юридическое лицо от 130 до 150 тысяч рублей. Но при этом не заключение договоров и привлечение работников без заключения трудовых договоров. Здесь это уже отдельные санкции, там они начинаются от 10 до 20 тысяч, на должностное лицо, на юридическое лицо от 30 до 50. Эти санкции они будут применяться в данном случае, если человек, работодатель, незнание закон не освобождает, конечно, от ответственности, но нам закон еще предусматривает возможность
идти навстречу тем работодателям, которые стараются исправить свои ошибки, предоставить необходимые условия труда для работников. Нелегальное пребывание и незаконная экономическая деятельность иностранных граждан несет серьезный ущерб бюджету региона, так как эта категория граждан не платит налоги. Подобные проверки будут проводиться и дальше. Адам Мережков, Ахмед Гандаров, Новости 24.